Старшеклассники из 5 сел Галского района посетили Сухумский государственный колледж. У ребят была возможность узнать побольше об этом учебном заведении, о специальностях, которым здесь обучают, а также воочию увидеть аудитории. Менеджер по проектам ЭСПРООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии Рафис Абазов рассказал о специальностях и возможностях колледжа. Ребята задавали вопросы преподавателям. Они интересовались условиями обучения, его сроками и оплатой. Директор колледжа Светлана Габли и Рафис Абазов ответили на все вопросы. После ознакомительной встречи ребята смотрели аудитории, в том числе, где проходят практические занятия. Некоторые из них уже решили, какие профессии выберут. Я учусь в 10 классе. Я хотел бы поступить на программиста. Комнаты хорошо оснащены новыми оборудованиями. И надеюсь, что я точно сюда поступлю. Пока что колледж оставляет хорошее впечатление. Я ученик 11 класса. Мне очень понравился этот колледж. И конкретно меня в этом году заинтересовал сантехник. Я посмотрел, что другие, но больше всего меня заинтересовал сантехник. Я, скорее всего, окончу сантехника. И надеюсь, что в следующем году я смогу сюда поступить и окончить это. В Сухумском государственном колледже ведется обучение по 7 специальностям в очной и заочной форме. Совместная программа ЭСПРООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии провела частичную реконструкцию колледжа и оснастила необходимым оборудованием. Реконструкция продолжается и по сей день. По словам менеджера проекта Рафиса Абазова, программа направлена на улучшение качества среднепрофессионального образования в Абхазии до уровня международных стандартов. Элон Маск и Стив Джобс в свое время сказали, что будущее за цифровым образованием, будущее за профтехобразованием и будущее, скажем так, в 21 веке информация является нефтью 21 века. Мы пытаемся привлечь молодежь в современную систему профтехобразования, в современной системе, где дают современные компетенции, навыки, современные знания, особенно с точки зрения приложения специальностей рабочих в современную экономику. Всего в республике 12 средних учебных заведений. Страна нуждается в специалистах среднего звена. Есть возможность привлечь молодых ребят к рабочим профессиям и далее найти свое место на рынке труда. Организация «Амилат Присурско» проводит для старшеклассников всей республики ознакомительные встречи в разных средних учебных заведениях. В этот раз они пригласили галских ребят, чтобы ускорить процесс интеграции со столичными сверстниками. Я хочу обратиться к молодым людям и сказать, чтобы они не стеснялись рабочих профессий, да? Чтобы они пришли бы сюда учиться, получили бы образование, пошли бы работать. Можно, у нас же никто не отменял заочное отделение в высших учебных заведениях. Можно, тот же молодой человек, да, занимаясь своим любимым делом, может зарабатывать, приносить пользу обществу и получить высшее образование. Это тем, кто хочет идти дальше. Сегодня мы привезли из деревень дальних Гальского района детей, да, чтобы они интегрировались в наше общество, чтобы они увидели воочию, что их ждет здесь. Да. Вот их радушно приняли и директор, и преподавательский состав, показали все аудитории. Я думаю, что из 20 детей, если даже 2 придут сюда, я думаю, что успех уже обеспечен. После Сухумского государственного колледжа гостей ждали в столичном лицее-интернате. Здесь за трапезой дети познакомились поближе и, возможно, в дальнейшем они окажутся за одной партой в каком-нибудь из средних учебных заведений Абхазии. Дениза Гергия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.